Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов назначил нового посла Туркменистана в России. В Туркменистане расширит административную территорию города Аркадак. Идет подготовка к празднику урожая и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов назначил Эсена Айдогдыева чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Российской Федерации. На посту посла Туркменистана в России Эсен Айдогдыев сменил Батыра Ниязлиева, который, согласно президентскому указу, был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. В Туркменистане ведется большая подготовка к празднику урожая. Во второе воскресенье ноября запланирован ряд мероприятий. Открытие современной конюшни в предгорьях Капедага на 600 ахалтекинских скакунов, научно-практическая конференция и торжества в Международном Ахалтекинском конно-спортивном комплексе. В Туркменистане к интернету подключены 3 149 178 пользователей, сообщил председатель агентства «Туркменсвязь» Хаджимурат Худайгулыев, выступая на конференции «Туркментел-2023» в Ашхабаде. Меджлис Туркменистана принял постановление, согласно которому административная территория города Аркадак будет расширена. Так, в административную территорию города Аркадак будут переданы 102 гектара из земель Гёктепинского и Трапа Ахалского вилаята и 17 гектаров из земель города Ашхабада. Как подчеркивается в постановлении, решение принято с целью создания оптимальных условий в сфере организации и управления городским хозяйством. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому Хакимлику Ашхабада разрешено заключить контракт с местными предприятиями на проектирование и строительство нового жилого квартала. Согласно постановлению, в рамках проекта в жилом комплексе Гуртлы будет построено 30 четырехэтажных домов на 40 квартир каждый и 16 домов на 68 квартир. Также запланировано строительство средней школы на 720 ученических мест, детского сада на 320 мест, парка, дорог и инженерных сетей. Работы должны начаться в ноябре текущего года и завершиться к сентябрю 2026 года. Любители вселенной Гарри Поттера теперь могут почувствовать себя настоящими волшебниками, арендовав хижину Хагрида. Дом расположен в живописном уголке Англии. В нем есть все необходимое для комфортного проживания: гостиная, спальня, ванная комната и кухня. Стоимость аренды хижины зависит от выбранной даты. В декабре она составляет $294 за ночь. Пруд в национальном заповеднике дикой природы Кеалия на острове Мауи стал ярко-розовым после того, как содержание соли в воде резко возросло из-за сильной засухи. Предполагается, что вода окрасилась в гламурный цвет от размножения галобактерий в соленой среде. Уменьшение пресной воды, поступающей в пруд, привело к повышению концентрации соли и стало уютным домом для пурпурных галобактерий. Национальная сборная Туркменистана по футболу под руководством Мергена Оразова начала подготовку к матчам второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2026. Учебные тренировочные сборы проходят в Ашхабаде. Главный тренер включил в расширенный список 30 игроков. В ноябре сборная Туркменистана проведет 2 матча: 16 ноября против Узбекистана на домашней арене в Ашхабаде и 21 ноября на выезде против Гонконга. Туркменский боец Азиз Пенджиев одержал победу удушающим приемом над россиянином Сергеем Толмачевым на турнире Fight Night 120, который состоялся 10 ноября в Москве. Первый раунд был равным, оба бойца действовали осторожно. Во втором раунде Пенджиев начал прессинговать соперника и добился перевода в партер. После неудачной попытки Толмачева перевести Пенджиева в верхнюю позицию, туркменский боец накинул треугольник и заставил соперника сдаться. Эта победа стала для Пенджиева дебютной на рингах Fight Nights. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.